В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В России Всероссийский день трезвости ежегодно отмечается 11 сентября. Этот праздник призван привлечь внимание к проблеме алкогольной зависимости, способствовать пропаганде здорового образа жизни и предоставлению помощи людям, страдающим от алкоголизма. Наша гостья в студии сегодня Анна Наговицына, врач-психиатр, нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера. Анна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, почему профилактика злоупотребления алкоголем так актуальна в наше время? Смотрите, профилактика – это всегда основа здравоохранения. В наше время, на сегодняшний день, учитывая, что темп нашей жизни ускоряется, становится больше стрессов, алкоголь, к сожалению, становится доступнее, профилактика становится особенно важна. Важно учитывать тот момент, что злоупотребление алкоголем наносит вред не только физическому здоровью, как люди обычно считают, но психическому здоровью. Также отражается на всех сферах жизни человека, такие как семья, карьера, вообще сфера интересов жизни человека страдает. Соответственно, отсюда злоупотребление алкоголем, то есть предотвращение злоупотребления алкоголем позволяет сохранить здоровье нации и снизить риск хронических заболеваний, алкоголь-ассоциированных каких-то, снизить преступность, связанную с потреблением алкоголя. А в чем зависит профилактика? Профилактика? Не зависит, точнее, что есть профилактика? Профилактика – это меры, которые предпринимаются для предотвращения формирование зависимости, в свою очередь, в нашей работе, в работе врачей, психиатров, наркологов, это, конечно же, лекции, профилактические мероприятия, беседы какие-то, возможно. Хорошо. Иногда люди говорят, что они выпивают только в праздники. Причем выпивают, немного, но не считают это проблемой. Правда ли это? Это очень большой миф, потому как такое праздное, допустим, употребление выходного дня, бытовое пьянство, эпизодическое употребление – это всегда отправная точка к формированию конкретного зависимости. То есть даже если человек выпил по праздникам, пьет много или мало, это уже алкоголизм, начало алкоголизма. Это первые звоночки, да. Почему важно начинать профилактику потребления алкоголя именно с детства и подросткового возраста? Формирование отношения к алкоголю, оно формируется задолго до первого глотка, И вот смотрите, дети у нас где воспитываются? В семье. И дети всегда берут пример со взрослых. И если ребенок видит, что в семье любой праздник, любое приятное какое-то событие, оно обычно подкрепляется застольем, тем, что родители употребляют алкоголь, то в дальнейшем эта программа остается у него, накладывается на его будущее. Ребенок начинает думать, что любое хорошее событие — это всегда алкоголь, Профилактику в семье нужно обязательно вести, с детьми нужно разговаривать в том плане, что учить детей прежде всего отказывать. Бывает такое, что к детям в школе, в компании, в студенчестве, более взрослой жизни начинают подходить ровесники и так далее. Попробуй покурить, давай пойдем выпьем. И именно вот такие меры должны предпринимать родители. Это кажется немного смешным и таким, бытовым, но на самом деле нужно проигрывать эти моменты в какой-то игровой форме, разговаривать с ребенком, учить его говорить «нет», конкретное «нет», чтобы ребенок, он, попадая в такую ситуацию, когда кто-то предлагает, подходит к нему, он теряется, он не может, сказать «нет», боится показаться не крутым, возможно, боится осуждения. Поэтому эти моменты как раз-таки должны проигрываться вместе с родителями, учить его конкретно говорить «нет». Это, опять же, основа профилактики. А какие признаки указывают на то, что у близкого или родственника начались проблемы на этом фоне? Смотрите, если человек начинает употреблять по чуть-чуть, начинает, опять же, выстраивать всю свою неделю. Вот у человека есть неделя, будние дни, получается, будние дни, он ждет выходных,
он знает, что выходные дни там у него какие-то, возможно, встречи, мероприятия, праздники, которые будут так, опять же, подкрепляться алкоголем. И, соответственно, вот с этим планированием недели у него там с начала недели в процессе рабочих будней, возможно, какая-то раздражительность, агрессия, да, а ближе к пятнице у него начинает подниматься настроение, улучшаются планы и так далее. Также у него, конечно же, страдает от этого отношения в семье, взаимоотношения, да, там человек становится уже равнодушен к своим каким-то хобби, к своим каким-то привычкам, может прибегать к обману, да, что, естественно, тоже будет портить отношения не только в семье, но и в коллективе. Возможно, возникать какие-то будут финансовые проблемы, да, человек может сокрывать факт употребления, опять же, и, ну, это первые звоночки. Если вы их начинаете замечать, как бы, да, ну, не только у себя, допустим, да, у вашего близкого и так далее, это уже повод задуматься и обратиться к врачу, психиатру, наркологу. А как поддержать близкого человека, который решил отказаться от алкоголя? Если человек уже сам понимает, что вот я хочу отказаться от алкоголя, это очень хороший первый шаг, значит, человек уже осознает свою проблему, значит, с этим человеком уже можно работать. Главное тут действовать со стороны родственников без осуждения, не читать нотации, да, быть мягким, лояльным, поддерживать его и привести на консультацию к врачу-психиатру, наркологу, там уже подключаются у нас психологи и так далее, уже за дело возьмутся специалисты. А какие методы можно использовать для снятия стресса? Для снятия стресса ничего нового вам не расскажу. Это, конечно, физическая активность, нормализация режима сна, режима бодрствования, какие-то хобби, увеличения, спортивные мероприятия, музыка, творчество и так далее. Вот почему такой вопрос прозвучал, потому что кроме алкоголя, многие же говорят то, что вот алкоголем я снимаю стресс, имеется в виду. То есть это хобби, да, вы говорите? Да, конечно. Какие мероприятия проводит диспансер в случае Дня трезвости и в целом по профилактике алкоголизма для более широкой аудитории? Так, в честь Дня трезвости, ну и в целом всегда Якутский республиканский наркологический диспансер проводит, ну, в первую очередь, в диспансерно-поликлиническом отделении у нас есть дни открытых дверей, куда могут обратиться, в том числе и анонимно. Так, мы принимаем участие в цикле лекций для студентов в Северо-Восточном федеральном университете. Всегда принимаем участие в профилактических рейдах совместно с органами профилактики, такие как МВД, КДН, ПДН. Да. Это, конечно же, у нас информационные кампании, выход СМИ, наши специалисты вот участвуют в телепередачах, публикации какие-то проводятся. Также у нас есть методическая помощь центральным районным больницам, ну и в таком духе. И что такое зависимость? Есть ли такие люди, которые наиболее подвержены зависимости, или все-таки все в зоне риска? Так, зависимость — это у нас хроническое заболевание, когда человек уже теряет контроль над употреблением, да, несмотря на вот такой вот явный, очевидный вред. К сожалению, формированию зависимости подвержены все. Конечно, есть какие-то группы риска. Да? Группы риска, туда можно отнести генетическую предрасположенность, люди, которые подвержены большому стрессу, да? Наличие каких-то психических расстройств и так далее. Но, к сожалению, конкретно вот заболеванию, конкретно зависимости подвержены все. И если быть внимательным к своему здоровью, то можно избежать формирования зависимости. А как бороться с алкогольной зависимостью? Так, в первую очередь это, конечно, у нас консультация врача-психиатра-нарколога. Там к врачу-психиатру-наркологу подключаются психологи, возможно, проведение каких-то психологических тренингов, да, это у нас когнитивно-поведенческая терапия, 12-шаговая программа реабилитации. Также, конечно же, это изменение образа жизни со стороны пациента, да, и смена круга его общения.
Мгм. Ну и вот, конечно, интересно узнать о реальных случаях. Возможно, в вашей практике были случаи, когда вот пациент полностью смог преодолеть свою зависимость и стал здоровым человеком и ментально, психически, и физически. Да, зависимость — это не приговор, конечно же, а повод обратиться к врачу-психиатру, наркологу. В моей практике эти случаи есть, эти случаи — это действительно не приговор. И чем раньше человек обратится за помощью к специалисту, тем специалисту будет проще, да, привести человека к выздоровлению. А, Важно всегда помнить, что начать путь к новой жизни никогда не поздно. Мгм. Ну и хотелось бы как бы немножко вот узнать о системе вообще работы вот наркологического диспансера. Я думаю, многие прям боятся туда обратиться к вам. Давайте немножко развеем миф и расскажите, какие у вас программы имеются, о пациентах и кто больше всего, если так провести, да, такой микроанализ, кто больше всего подвержен, возраст, возможно, республики, как-то вот. Прям такой сильной градации нет. Как я уже говорила, да, что к зависимости, к сожалению, подвержены все, от мала до велика. Тут главное среагировать вовремя. Чем раньше начать лечение, тем, соответственно, и будет лучший процесс выздоровления. В структуре нашего диспансера есть диспансерно-поликлиническое отделение, куда могут обратиться пациенты за консультацией, также с родственниками. Там у нас работают не только врачи-психиатры, наркологи, но и психологи. Туда даже могут обратиться родственники, в целях консультации, да, как созависимые, допустим, прийти на консультацию к психологу тому же самому, да, спросить совета, как поддержать близкого человека, как привести его к консультации, опять же. Также в структуре нашего диспансерно-поликлинического отделения есть подростковый кабинет, тоже проводит очень сильно большую профилактическую работу конкретно именно с детьми, с людьми, не достигшими 18-летнего возраста. Также у нас есть стационарное отделение, где проводится уже конкретно лечение заболевания, лечение конкретно зависимостей, не только алкогольной, но и наркотической, да, также по табакокурению возможно также от зависимости от каких-то лекарственных препаратов. И у нас есть реабилитационное отделение в поселке Кангаласы, куда уже направляются пациенты, которые прошли курс лечения, стационарного лечения, которые уже выбрали этот путь выздоровления, да, они направляются конкретно на реабилитацию. Она уже у нас более длительная. Мгм. Возможно, у вас есть какой-то единый номер, телеграм-канал, что-то, что можно вот сейчас озвучить, чтобы люди могли обратиться, возможно, даже анонимно получить консультацию. В рамках Дня трезвости, понедельник, среда, пятница в диспансерно-поликлиническом отделении по адресу проспект Михаила Николаева, 38, у нас проводятся анонимные, бесплатные консультации. Можете обратиться туда, это будет, отправная точка. Мгм. Ну что ж, Анна Васильевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Мгм. Я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.